В этом ролике мы покажем, как жители Чувашии бунтуют против строительства китайского завода. Расскажем, как наши власти пытаются обмануть людей в интересах китайской корпорации. Сельское поселение вот этого проекта получит порядка 5 миллионов поступлений в бюджет. И докажем, что весь китайско-чувашский проект связан напрямую с правительством Михаила Игнатьева. Всем привет! Сзади меня находится Дом правительства Чувашской Республики. Здесь работают люди, которые считают себя великими комбинаторами. Но это, конечно, не так. С 2018 года китайская корпорация Сычуань Railway Investment Group ищет в Чувашии место под строительство молокоперерабатывающего завода. С местными властями она, конечно, уже договорилась. Но для строительства нужна земля. Причем по российским законам нужно перевести ее из категории земель сельхозназначения в земли промышленности. На такой перевод нужно согласие местных жителей, но они его не дают. Ведь прекрасно знают, что бизнесмены из Китая давно славятся тем, что совсем не заботятся об экологии. И это уже испытали на себе Дальний Восток и Сибирь. И вот уже больше года жители то одного, то другого района республики проводят митинги и народные сходы и отфутболивают незваных соседей на публичных слушаниях. После целой череды таких неудач наши власти пошли на отчаянный шаг. Они разработали новую стратегию. Они придумали обмануть глупых чувашей, сказать им, что перевод земли нужен вовсе не для строительства китайского завода, а под что-то другое. Так, 28 декабря, под сам Новый год, чтобы пришло как можно меньше жителей, в сельском поселении Синьялы Чебоксарского района прошли публичные слушания. Жителям был представлен проект. Некая фирма ООО «Развитие» хочет построить логистический центр вблизи их домов. Никаких китайцев, никакого молокоперерабатывающего завода. Только согласитесь на перевод земель. Но власть зря решила держать людей за дураков. Здесь представлен проект современного логистического центра со складскими помещениями класса А и Б. Давайте я быстро проведу, потом я на все вопросы вас отвечу. Сельское поселение вот этого проекта получит порядка 5 миллионов поступлений в бюджет. Вот вы не понимаете, что сам логистический центр вам дает работу. Вам работу дает. Зачем нам работа, если жить негде, понимаете? Жить негде, зачем нам на работа? Дело в том, что эта земля не приспособлена для ведения какой-то серьезной сельхоздеятельности. Это была проведена экспертиза. Зачем врешь? Я с детства там работал, когда еще школьником был. Хорошая земля. А в Чиннике его 15 лет ничего не сделал, ничего не пахал. Сейчас его надо судить за это, оштрафовать. Мы сейчас под что хотим землю перевести? Под промышленно-складской комплекс, правильно? Правильно. Так для логистики-то не нужна промышленность. Не только логистика, будет производственные цеха. Я вот интересно слушаю ООО «Развитие», а тут написано ООО «Сычуань Чувашия агропромышленная торговая компания». Таким образом нас вводят в заблуждение. Те же самые гектары, то же самое место Сычуань Чувашия. Сколько отвалили китайцы и сколько поступило в чувашскую казну денег? Не знаю, сколько кому кто отвалил денег и откуда взялась ваша Сычуань. Но у нас изначально с 2008 года никакого Сычуани мы не знали. И не собирались никому, никаким китайцам не отдавать эту землю. Зачем надо? Давайте, грубо вам скажу, повесим вам лапшу на уши, запустим туда китайцев, подставим под удар администрацию Чебоксарского района. И замечательно, мы потом свое имя куда спустим? В нужник. Мы, короче, не даем разрешения на перевод. Не даем. Все. Не дадим. Обмануть себя не дадим. Что бы он ни говорил, не дадим. И все. Добро получат. И, как говорится, за целехонькие доллары махнут китайцам. Вам тогда придется
выучить китайский язык. А современное руководство нашей республики просто хочет погреть на этом руки. Тогда вот эти 64 гектара можно отдать нашим сельхозникам, которые работают на полях, работают за копейки, грубо говоря, за 300-400 рублей в день. А почему мы должны там, вы должны строить там заводы? Вся химия потом будет приходить. Наша Синельская сельское поселение, ближайшая деревня. Нам не нужны здесь китайцы, мы здесь хозяева. Пожалуйста, до свидания. Без вас все решим. Все нормально будет у нас. Хорошо? Я прошу, чтобы мой голос тоже учли. Также прошу вас, задумайтесь. Поселковыми депутатами, от которых сегодня много зависит, на них давят. Я лично сегодня увидела, как их собрали у главы Синельского сельского поселения. Они там сидели. Они не успели закрыть дверь. Я их сняла. Они сидели, и он на них давил. А до этого представители Игнатьева приезжали вчера. Тоже на них давили. Но наши депутаты сказали, мы не пойдем против народа. Мы не пойдем против народа. Они с нами. Понимаете, вопрос нашей земли. Мы сами живем на этой земле. Мы почему ее не можем обрабатывать? Можем обрабатывать. Это наша земля. Почему мы должны кому-то ее давать в аренду даже? Даже в аренду. Мы их избирали. Они должны защищать, наоборот, наши интересы. Почему? Они против нас идут. Братья и сестры. Почему? И ради Христа я прошу сам от себя. И ради народа нашего. Давайте не будем не то что продавать, а давать им даже в аренду не будем. Я сегодня хочу сказать спасибо. Вот удивлена, что столько народу сегодня пришло. Предпраздничный день. Вот власть делает все, чтобы минимум народа был и минимум информации было. Я говорю, вы молодцы, что вы все собрались сегодня. И давайте будем дружно отстаивать свою землю. Маргаушцы отстояли, цивиляне отстояли. И я думаю, что мы тоже будем в силах отстоять эту землю. А у нас власть сколько лет сидит. И ничего нам не дала. Мы живем все хуже и хуже. Еще и продаем, даем даром свою землю. Откуда нашли деньги такие? Катайтесь на машине, иномарка. Я не могу машину себе купить. Работаю 15 тысяч, зарплата у меня. У тебя тоже 15 тысяч. Откуда деньги нашли вы? Скажите мне. Можно ответить, да? Скажите. Предатели вы, шкура. Не так, что ли? Предали народ. Спасибо вам за ваше выступление. Ну давайте дальше мы продолжим, наверное. Просто вношу вот здесь предложение такое от своего имени. Если меня поддержат депутаты, то проголосовать принародно и не тайно. Вот. И это то, что я хотел сказать. Соглашусь с мнением народа, и прилюдно депутаты будут голосовать. Юридически по положению они после проведения публичных слушаний должны выдержать паузу. Там в положении сказано от 7 до 10 дней. Против. Воздержавшиеся. Большинство, да? Проголосовало против все. Спасибо. Вам слово. Против народа. Слово вам давайте. Что ты не против народа? Вы даже слова не можете сказать, потому что вы предали народ. Совсем недавно вот июньские были митинги и так далее, связаны с китайцами. Вы под этим фоном сейчас все вот так услышали. Он намерен свои производства наладить для того, чтобы у нас были рабочие места, которые были обозначены 150. О, развитие — это наше чувашское предприятие. Оно должно развиваться согласно законодательству, может развиваться. И будет... Успокойтесь, пожалуйста. Я уже заканчиваю, успокойтесь, пожалуйста. Да мы не собираемся отказываться. Что вы истерику устроили? Мы здесь живем. Вы понимаете, что мы здесь живем? Я вам
называть. Я вам еще раз говорю, я это живу, дети мои живут. Мы не будем голосовать за. Как оцениваете публичные слушания? Ну, я считаю, что публичные слушания прошли на хорошем должном уровне. Наше население, оно по данному вопросу свое мнение высказало. И 10 января 2020 года в 17:00 депутаты сельского поселения свое официальное волеизлияние скажут путем голосования. А что за история с машиной у вас спрашивали? Насчет машины, я даже не знаю, о чем она говорит. Я просто взял покататься на машине, может, поэтому... После новогодних каникул депутаты Синеяльского сельского поселения должны были проголосовать за или против переназначения земель. Все это время чиновники усиленно думали, что же им в этой ситуации делать. И, конечно, придумали. 10 января глава муниципалитета «Единорос» Андрей Михайлов заявил перед своими односельчанами, что все документы декабрьских публичных слушаний утеряны, и протокол, и списки участников, и стенограмму выступлений. Я что делаю? Кого вызываете? Ну такая, человек, люди мы. А вы как сама? Вот такая. Вот я думаю, жалко волос нет, я никуда этих тварей не выпускать. Пускай подпишут документы, пускай не выпускать! Хватит уже обманывать народ! Таких очевидных и таких отчаянных потуг власти в попытке продавить свое решение мы не видели давно. Мы решили изучить это из ниоткуда взявшееся развитие и обнаружили прямое документальное подтверждение связи подставной фирмы с китайской корпорацией. Сычуань Чувашия, дочка Сычуань Railway Investment Group и ООО «Развитие» учреждены по одному и тому же адресу в офисе 704 Дома МОД. Ну что за удивительное совпадение? Интересно и то, что в «Развитии» сегодня работает всего 3 человека. Более того, есть китайско-чувашский проект, напрямую связан с Михаилом Игнатьевым и его правительством. ООО «Развитие» – это не какие-нибудь левые авантюристы, это практически чиновники. «Развитие» является дочерней компанией публичного акционерного общества «Корпорация развития Чувашской Республики», которая в 1997 году учредила правительство Чувашии. Открываем свежий список аффилированных лиц акционерного общества 31 декабря 2019 года и не верим своим глазам. Корпорация развития распоряжается не менее чем 20% акций агропарка Чувашия-Сычуань. Круг замкнулся. Да, эффект был велик. Таких ударов великий комбинатор не испытывал давно. Михаил Игнатьев и все его правительство хорошо умеет делать только 3 вещи. Это врать, врать и еще раз врать. Если жители Синеял отстоят свое право и не допустят строительства завода у своих домов,
республиканские власти вновь попытаются найти место в Чувашии под вредное китайское производство. Разгадка проста. Чиновники сами заинтересованы в реализации этого проекта. Ведь почему инвесторы не покупают уже существующие участки промышленного назначения напрямую у республики? Потому что в этом случае им нужно будет пройти процедуру аукциона, и все эти деньги пойдут в региональный бюджет. Китайцы и чиновники хотят провести сделку через частных лиц и все эти огромные средства поделить. Лжецы и обманщики, сидящие в высоких кабинетах, думают только о своем положении и о своем кармане. На экологию региона и на наше с вами мнение им наплевать. Пока они возглавляют республику, Чувашию не ждет ничего хорошего. Мы должны помешать им, и это в наших силах. Уже в этом году пройдут выборы главы республики. Мы можем не допустить избрания на главную в Чувашии должность Михаила Игнатьева. Или такого же, как и он, бесполезного единоросса. Наш проект «Умное голосование» определит сильнейшего соперника провластного кандидата. И все вместе мы проголосуем за него. Регистрируйтесь на сайте уже сейчас. И уже на следующих выборах мы насолим Единой России так же, как это уже сделали в прошлом году Москва, Хабаровск и Иркутск. Жители Синьял, вся республика и вся Россия смотрят на вас. Не сдавайтесь. Чуваши всегда стояли горой за своих и не бросали их в беде. У нас все получится. Поделитесь этим видео в своих социальных сетях и мессенджерах. Ведь публичность сейчас наше главное оружие. Оставьте комментарий под этим роликом. Это позволяет ему быстрее расти. А значит, больше людей узнает о происходящем в Чувашии. Ну и подписывайтесь на наш канал. Вместе мы добьемся справедливости.